гордятся. В числе представленных экспонатов предметы военных лет, копии реальных исторических документов, фотографии наших земляков, отдавших жизни за победу. Также здесь можно посмотреть личные переписки, которые велись между родственниками во время войны, а также мундиры с наградами. Мы по крупицам восстанавливаем те героические страницы, те подвиги, которые совершали наши земляки. И, к сожалению, вот этот труд кропотливый, но очень много нам еще сегодня предстоит сделать. Вот экспонаты, представленные на этой выставке, расскажут вам о наших героях, наших земляках. Большинство документов, представленных на выставке, повествуют о жизни двух участников Сталинградской битвы – Джабраила Картоева и японца Абадиева. Стоит отметить, что в ближайшем будущем их именами назовут новые улицы в городе Волгоград. Родственники ветеранов сегодня в числе гостей. Магомед Цунтольга – внучатый племянник защитника Сталинграда Джабраила Картоева. Рассказывает посетителям не о войне, а о человеческих качествах ветерана. Он был не только хорошим воином, но и хорошим родственником, хорошим наставником. Будучи студентом еще в Грозном, я бывал у него дома, у него была очень большая библиотека, и я пользовался книгами, которые были у него. Это очень мне помогло. Эта выставка – совместный труд коллективов Ингушского музея краеведения имени Тугана Мальцагова и Госархива Республики. Она прежде всего нацелена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно поэтому на открытие выставки приглашены студенты ИНГУ и преподаватели. Для значительного числа молодых людей, девушек, события, связанные с нашей новейшей историей, прежде всего события, связанные с Великой Отечественной войной, они очень близки, они очень понятны и прочувствованы. Так что я так думаю, что и нынешняя выставка мемориальная, она, безусловно, также внесет большой и весьма весомый вклад в дело укрепления, сохранения исторической памяти. С каждым годом открываются новые имена героев Великой Отечественной войны, о которых до сих пор ничего не было известно. По сей день продолжаются поиски любых документальных свидетельств, повествующих о судьбе ингушских воинов. Известно, что из ингушских семей на войну уходили почти все мужчины, сразу несколько братьев или сыновей. Эта родственная связь порой помогает при поисках информации о них. Совсем недавно к нам в музей поступили письма, которые писал Руслан Гудантов своей сестре. Письма были переданы из Америки. Внучка его сестры Магдалены, которой он писал эти письма, в свое время вывезла их в Америку волей судьбы. И потом эти письма были переданы в наш музей. Выставка будет открыта в течение всего мая и продлится до 5 июня. Посетить ее могут все желающие. Мемориальный комплекс жертвам репрессий открыт не только в будние, но и в выходные дни.